Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня наша передача посвящена артериальной гипертонии. Артериальная гипертония – это хроническое заболевание, при котором отмечается стабильное повышение артериального давления до 140 на 90 мм ртутного столба и выше. Среди этиологических факторов, которые вызывают артериальную гипертонию, можно отметить, выделить черепно-мозговые травмы, хроническое умственное перенапряжение, неадекватную реакцию на стресс, возрастные нейроэндокринные перестройки, особенно у женщин, ожирение, злоупотребление солью. Среди предрасполагающих факторов артериальной гипертонии наследственность, особенно по материнской линии, эндокринные патологии, например, сахарный диабет, заболевания почек, малоподвижный образ жизни, курение. Больные артериальной гипертонией часто жалуются на головную боль, головокружение, одышку при привычной физической нагрузке, утомляемость, плохой сон. Но многие больные могут и не ощущать своего давления. Считается, что в нашей стране около 20% больных артериальной гипертонией не знают, что у них повышенное артериальное давление. Единственный способ узнать, повышенное ли у вас артериальное давление, регулярно его измерять. Давление измерить умеют практически все, но как это сделать, чтобы не ошибиться замерами? Давление будет измерено верно, если вы не курили, не пили кофе или чай в ближайшие полчаса и отдохнули, сидя около 5 минут. Руку для измерения надо расслабить, снять с нее стягивающую одежду. Манжетку повязать на 2 см выше локтевого сгиба, локоть примерно на уровне сердца. Между манжетой и закрепленным состоянием, между манжетой и рукой должен пролезть один палец. Давление считается оптимальным, если оно не выше 120 на 80 мм ртутного столба. Если систолическое давление от 120 до 129, диастолическое 80-84, оно считается нормальным. Систолическое давление от 130 до 139, диастолическое 85-89, повышенное нормальное. 140 на 90 мм ртутного столба и выше – это уже артериальная гипертония. Стойкое повышение артериального давления представляет опасность тем, что может привести к повреждению органов мишени – сердца, головного мозга, почек, глаз. Высокое артериальное давление является одним из основных факторов риска для возникновения острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения. Что касается лечения. Артериальная гипертония – это хроническое заболевание, и полностью, конечно, оно не излечивается. Но с помощью современных препаратов ее вполне можно контролировать. Лечить гипертонию курсами нельзя. Принимать гипотензивные препараты следует ежедневно. Современные препараты действуют очень удобно для применения, они действуют длительно, полные сутки. Это предотвращает перепады давления на протяжении 24 часов. Если не помогает один препарат, то подключается 2 или 3 препарата. Сейчас много комбинированных препаратов, когда в одной таблетке содержится 2 препарата из разных групп. Снижение давления до целевого значения должно осуществляться постепенно, так как быстрое снижение опасно для больных, особенно для пожилых, потому что это может привести к нарушению кровоснабжения. Самостоятельно прекращать прием препаратов нельзя. Нормализация артериального давления не является поводом для отмены препаратов. Что делать в экстренных случаях, когда артериальная гипертония осложняется гипертоническим кризом? У больных с артериальной гипертонией обязательно должен быть один из быстродействующих препаратов, например, КПТ. Лечение гипертонии должно осуществляться не только лекарствами, оно всегда предусматривает изменение образа жизни. Во-первых, это здоровое питание с низким содержанием жира. В рационе должно содержаться большое количество овощей и фруктов, особенно богатых калием. Хорошо помогает снижение потребления соли до ниже 5 граммов в сутки.
Если чуть-чуть не досаливать пищу, исключить из рациона копчености, маринады, то можно реально добиться снижения артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба. Второе – это снижение массы тела. Ожирение само по себе уже является фактором риска возникновения артериальной гипертонии. Поэтому снижать вес нужно обязательно. Снижение веса на 1 килограмм снижает артериальное давление на 1 мм ртутного столба. Следующие методы немедикаментозной терапии – это ограничение употребления алкоголя, отказ от курения. Частота сердечных сокращений во время курения возрастает на 15-20%. И постоянное курение приводит к тому, что сердце все время работает с повышенной нагрузкой. Кроме того, под влиянием никотина происходит спазм периферических сосудов, что также приводит, что играет роль в развитии гипертонии. Обязательно должна быть адекватная физическая активность. Со стороны больных артериальной гипертонии обязательно должен быть самоконтроль. Купить тонометр и измерять артериальное давление 2 раза в сутки. Желательно завести даже специальный дневник для контроля артериального давления. Больные с артериальной гипертонией должны ежегодно определять уровень холестерина, сахара, проводить осмотр глазного дна, УЗИ сердца, проводить суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ. Все это вместе взятое поможет вам держать под контролем уровень артериального давления. Измеряйте артериальное давление регулярно и будьте здоровы.